Турнир ACB-14 стартовал с тяжелейшей весовой категории. Поединок, открывающий состязание, выпал на 18-летнего Адама Усмаева, что возложило на молодого бойца дополнительную ответственность. Всего лишь во втором своем выходе в октагон бойцу «Беркута» противостоит Владимир Дайнека из Красноярска. Встреча завершается, не успев и начаться. Техническим нокаутом в первом раунде победу одержал гость турнира. Все сейчас правильно Ашот Ашугян сделал, потому что дело уже грозило закончиться просто плохо. На бойцовских качествах стоял Адам Усмаев. Самый тяжелый вес сменяется наилегчайшим. В категории до 61 килограмма. Не знающий поражений Ильфат Амиров выходит против дебютанта ММА Харона Арзумиева. Чеченского бойца мощно встречает родная публика. Сама встреча начинается с желтой карточки представителю Башкортостана за лишние 600 граммов. Точно как и первый, второй бой не продлился больше одного раунда. Мастер спорта по вольной борьбе Харон, представляющий Беркут, болевым приемом завершил свой первый профессиональный поединок. Я был психологически готов. Так что не сомневался, не волновался. Вышел как спарринга, как на тренировках, подрался, выиграл. Следующий поединок представил зрителям Колизея бойцов, еще ни разу не проигравших в октагоне. Правда, в активе у обоих спортсменов на пару всего 3 профессиональных выступления. Однако представитель Чечни имеет за плечами победу на чемпионате мира по панкратиону. Полное преимущество над Зауром Гаджибабаевым в первой пятиминутке и почти равная борьба в остальных принесли Заурбеку Башаеву победу над азербайджанским бойцом. Заур Гаджибабаев, хороший такой подготовленный парень сам. Я смотрел его бои. Он, несмотря на свой тяжелый вес, очень выносливый парень. А я проводил первый бой у себя на родине. Я очень сильно волновался за то, что я могу проиграть этот бой. И поэтому готовился вполне хорошо. Меня готовили мои близкие друзья. Особенно Азамат Минцаев, Ахмед Рашидов, Ибрагим Чужгаев. И я считаю, слава Всевышнему, что мне сегодня повезло. Следующие 2 поединка прошли без участия чеченских бойцов. Гига Кухалашвили из Грузии на первых минутах нокаутом завершил встречу с Евгением Федоровым. А Петр Ян победил бразильца Рената Веламы. План на бой был у нас, чтобы не бороться, работать в своей боевой, вроде, в стойке, работать в своем режиме, не давать бороться. Вот. План выполнили на бой. Больше всех зрителям запомнилось противостояние Муслима Махмудова против Энвера Салахдинова. Дагестанец уже на 16-й секунде завершил бой нокаутом. Вот это да. План на бой не очень сработал. Соперником Мухаммада Вахаева, только недавно перешедшего в Беркут, стал опытный латвийский боец Игорь Костин. При равном поединке удушающим приемом победу унес чеченский спортсмен. Тренировки результат. Соперник Лазер. Физически, что он давал. Противостояние бразильца Алекса Каруя и Саламгирея Расулова также не продержалось все 3 раунда. Последний здесь техническим нокаутом завершил поединок. Практически под копирку прошел и следующий бой. Хусейн Кушагов не оставил ни одного шанса Антонио Миятовичу из Таджикистана. Досрочной победой на первых секундах чеченский боец добавил в свой актив 3-ю победу в октагоне. Раз, 2, 3, 4, 5. Все, убил. Удушающим приемом завершилась встреча Филиппа Мацика и Мурада Зайнулабидова. Чех одержал очередную эффектную победу в карьере. В следующем поединке зрители Колизея встречали польского и американского бойцов. Михаил Андришак против Лью Полли. Рефери остановил избиение последнего еще в первом раунде. Финальный бой вечера поставил лицом к лицу Ису Умарова с 1 поединком в активе и Василия Бабича, у которого багаж 11 побед в 17 профессиональных встречах. Начало полностью осталось за более опытным спортсменом. Картина выровнялась только во втором раунде. В итоге судьи приняли решение в пользу чеченского бойца. Решение вы видите, дорогие друзья. Следующий этап Гран-при ACB пройдет через 3 месяца. ACB-15 планируется провести в Нальчике, а бои за звание чемпиона пройдут и вовсе за пределами России. Кроме чемпионского титула, победители получат еще и именные подарки от Лиги ACB. За самый зрелищный бой и самую быструю победу бойцы получат отдельные награды. Зураб Центроев, Хамзат Аюбов, Ахмед Джабраилов и Денис Хавхаров. Новости.